мира. Европейские страны живут на более высоком уровне, чем белорусские и российские. Там все более культурно сделано, все организовано и слажено. И Евросоюз вытягивает из кризиса такие маленькие страны, как, допустим, Латвия. Она не была в Союзе, ее вытянули очень сильно. Я бы сказал, что надо держать хорошие отношения с Россией и, конечно, не оставлять в далеком угле Евросоюз. Я сам в прошлом россиянин, поэтому, конечно же, вы понимаете, какой может быть ответ. С Россией. Это моя родина. На мой взгляд, лучше Евросоюз. Я был в Европе, был в России. Есть разница качества жизни, то есть лучше стремиться к Европе, чем к России. В союзе с Европой. Вот, потому что считаю, что мы должны как европейская страна состоять в Евросоюзе. Вот, и тогда мы бы смогли получить экономическую поддержку от Западной Европы, то есть нам бы сейчас это очень пригодилось. Да, в Союзе. С Европой или с Россией. Все, да. Пускай вместе дружно живут все. Европа, наверное, лучше. Да, лучше, конечно, в Европу, потому что открывается больше возможностей для народа. Можно будет легче путешествовать. Если посмотреть на советское прошлое, то, наверное, все-таки Россия и Казахстан. Европа как бы более прогрессивная, что ли, часть. Но я думаю, им что-то конкретно от нас нужно и все. Я хотів би жити у Євросоюзі, у Єврозв'язі. Ми, якби генетичні європейці на протягу, я б сказав, тисячогоддя, відрізнені, наприклад, від того Союзу, який нам вельми активно нав'язується. І генетично, і історично, і психологічно, я думаю, білорусам більш утульно було б у Європі, тим більше, що їм, я думаю, не треба доводить, что они есть европейцами. Я думаю, что нужно с Европой налаживать отношения. И торговля, естественно, экономические связи с Россией тоже не терять. Два вектора, так сказать, надо использовать. И с Россией, и с Европой. На этот вопрос ответить достаточно сложно. И так вроде хорошо, и так неплохо. Я считаю, что нужно искать компромисс.